Ребят, всем доброе утро. Ну что, пришло время, ребята, начать делать бабки, как говорится, бизнес. Ну, шучу, конечно. В общем, ребят, наконец-то у нас все мы собрали, все мы докупили, чтобы делать автоклав именно по новому уровню уже ретро-пакеты, да, Витор. Витор пакеты. Помните, ребят, когда-то летом я распаковку вам показывал автоклав Фенсо 3, который уже усовершенствован, он уже, в общем, идет на электрике. Короче, ничего не надо делать, просто нажать пару кнопок, ребята, и он все сделает сам. Вот. Это у нас третий автоклав от компании Ханки. Фенсел Мини мы начинали, потом Фенсел 2, и сейчас у нас третий, ребята, уже крутой автоклав. Вот, лежал, вот, получается, 3 месяца без дела. Наконец-то пришла у нас машинка, чтобы делать запайку, сами пакеты. В общем, ну и сегодня холодным октябрьским, кстати, уже утром, сегодня 1 число. Сегодня ноябрь. Ноябрь, ребята, ноябрьским числом мы решили попробовать сделать тушенку в пакетах. Именно не в банках, ребята, а именно вот в эти пакеты, которые много видели на канале, когда мы брали готовую продукцию. Это тоже все самое. Вот и мы хотим попробовать начать По классике. по классике, да. Начнем с тушенки. Ну, изначально, ребят, сейчас надо собрать его. Вот он в коробочках, лежал в гараже у нас. Распаковку я делал. Кому интересно посмотреть и сравнение, я рассказал именно в том ролике. Ссылку я оставлю в описании, ребят. Посмотрите изначально тот ролик. Вот. А сейчас мы соберем быстро под музыку, чтобы не тратить ни ваше время, ни наше. Вот. Ну и вот машиночка. Ну, короче, все поподробнее, ребят. Пока Юрий у нас здесь занимается мясом, она уже тут нарезает. Это свинина, да, Ларис? Да. Свининочка свеженькая. Вот. Ничего лишнего. Тушенка. Тушенка, Соль, перец, лаврушка, перец душистый. Масло не будем добавлять, да? Нет. Короче, ребят, эти пакеты пойдут именно на первый лед. Вообще на рыбалку. Ну, короче, будем разбираться. Вот. Возможно, если все дело пойдет, конечно, смешно, но вот многие просят: Андрюха, сушеные грибы не продаете. Вот именно это сейчас как раз что-то типа такого. Возможно, в будущем даже, ну, хотя, давайте начнем сначала с Тушеночка. тушеночки, да. Погнали.
Режим меню, вот, меню. Постоянно загорается нагрев на дисплее, отображается странную температуру, или горит свет, светодиод. С помощью кнопок вверх-вниз можно изменить температуру с точностью до градуса, где 100 до 120. Угу. Мы 120 поставим. Да, 120, да. При втором нажатии кнопки меню. Вот видишь? Второе нажатие. Да, меню. второе меню. Это будет стерилизация у нас. Да. На дисплее устраиваем время стерилизации. Горит светодиод минут. С помощью кнопки вверх и можно иметь от 1 до 99 минут. Точностью до минуты. Установленное время сохраняется на неустройство. Сколько мы будем? 50? 2, нет, 40. 40 минут, да? Сейчас подожди, дойдем до туда. И вот потом охлаждение. До скольких ты хочешь охладить? Ну, до 50. До 50 да. минут. Ну все. Так, В принципе, ну, понятно. вроде разобрались, собрали. Кстати, ну, что-то опять новенькое и непонятно, и страшно, потому что все-таки тут идет давление. Ну, это же как бы серьезная так-то вещь, по идее. Короче, сейчас покажем, ребята, что почем вообще, какие цены. Так, ребят, вот сам автоклав Fencel 3. Это стандартный автоклав, вот, в принципе, вот такого плана. Также его можно подключать как самогонный аппарат. Это все идет допом. Вы докупаете, подсоединяете и делаете. Соответственно, он идет у нас простой автоклав. Здесь идет заглушка. Но мы докупили блок управления. Это не идет в комплекте в базе. Это идет допом, получается. Мы хотим сейчас готовить именно не стандартно, а именно с блоком управления. В общем, у нас нижнее фальш-дно стандартно. Мы установили уже вот этот блок управления, ребята, так называемый TEN. И уже не на газу будем, а 220. Вот. Сама крышка. Здесь это у нас идет, как говорится, так как мы будем готовить ретор пакеты, это вот именно будет придавливать пакеты, чтобы они там не всплыли, да. Потому что обязательно нужно в воде готовить. Да, уже будем готовить в воде, ребят. Не, Прижимной диск. прижимной диск, да, как правильно называют. Если мы готовили сначала все свои заготовки на пару, а здесь надо будет заполнять полностью все пакеты, чтобы они были в воде, и прижимной диск. Так, здесь у нас два термометра. Это если мы готовим ретор пакеты, нам нужно будет утопить щуп. Если мы готовим не пакеты, а просто подходит вот такой маленький. Ну и здесь мы закрываем клапан вот таким прижимом специально. Для чего мы это делаем? Для чего? Когда пакеты начинают расширяться, Да. чтобы давление, чтобы, как сказать, Говори как есть. чтобы пакеты не расширились, Да, у нас не взорвались. Да, не взорвались. Мы делаем сразу Вот заглушку. это, да, заглушку. Понятно, ребята, уплотнитель. Вот, две ручки, тоже на пластике. Вот здесь уже видите такие барашки, ребят, немножко другие, не железные, уже пластмассовые идут. Вот, ну и в принципе все. Как-то ну так. Также в базе, ребят, не идут сами пакеты. Ретор пакеты это можно найти на любом. Мы купили на ВБ 50 штук. Они 50 штук, не помнишь цена вопрос? Сколько? От 600 до 700. Вот это, да, За штук? 50 штук. В общем, ребят, 10 пакетов получается. Ну, будем готовить здесь 50 на 5 готовок. Ну и купили, ребят, вот такую машинку запаечную. Тоже взяли. На Marketplace. Да. Вот, не знаю, вроде как хорошая. Лариса Юрьевна у нас там заправляет озоном ВБ, вот этими всякими делами. По отзывам вроде хорошо. Также смотрели, что люди и утюгом дома делают, да? Короче, Ну, надеюсь, мы справимся. я думаю, с машинкой будет более качественно. Вот такая машинка. Характеристики для ретор пакетов: запайка должна быть не менее 8 миллиметров. Здесь у нас гораздо больше. Ну, я Чтобы понял, больше отлично. сантиметра. Так что я думаю, что хорошо. Короче, будет запайка. производство, ребята, у нас от новеньких начинается. Короче, все подсобрали. Это установил. Здесь такой зажим, уплотнитель. Так, заглушку мы сразу поставили. Щуп здесь. Термометр. И это манометр по давлению, ребята. Он уже здесь стоит. Прижимной диск мы поставили. Уплотнитель. В принципе, и все. Сейчас потихоньку будем разбираться с машинкой, с пакетами. Ну, сейчас сначала замаринуем мясо. Правильно, Юрий? Да. Погнали. Ребята, видео будет такое ломаное, комканое, так как вместе с вами хотим разобраться. Может, у кого-то уже есть
такие вещи. Ну, вот у нас, так сказать, первый опыт. Первый опыт. Посмотрел ребят, у кого уже такое есть. Сделали, очень круто. Но я, ребят, именно добиваюсь, чтобы это были пакеты, не банки вот эти в походы. Да, их можно возить, но как бы надо следить за этим, что они разбиваются, что-то еще. А это очень удобно, так как в этих пакетах можно и есть. Вот, этот пакет можно кинуть в котелок, согреть, покушать или просто открыть на сковородочку. В общем, вещь классная. И когда это свое, ребят, будет, это будет круто. Вот. По каждому моменту, ребят, все, есть книжки, все хорошо. То бишь, мы разобрались. Вот, это у нас установка TEN. Получается, блок управления автоклавом Fencel. Это ретро-набор. Вот именно как раз крышка, прижимной диск. Вот. Понятно, рецепты, книжка. Можно смотреть, что как, там, пропорции и так далее. Руководство пользователя Fencel 3 автоклав. Видите, ребят, я как говорю, он как идет и с теном, вот с блоком управления, можно его и без блока использовать, также на газу. Вот. Ну и вот сам завод Ханки. Вот здесь какие-то новинки свои рекламируют. Ну, в общем, идет такая книжка, ценники всякие разные. Вот. Так что будем разбираться, ребят. Ну и, соответственно, не ругайте тут, что как-то мы называем как-то вещи не своими именами, потому что, ну, еще впервые только делаем. Вот, такие дела. Так, возвращаемся, ребят, к мясу. Лариса Юрьевна порубала уже вот на такие средние кусочки, там сантиметра 3 на 3. Вот, у нас здесь, конечно, и сальцо присутствует, прослоечки. Вот. Стандартная тушенка, ничего лишнего тут не будем делать. Вот. Своя тушенка, ребят, свое мясо, чистое мясо. Потому что сейчас бывает, берешь банку, а там одна вода, как говорится. Вот. Солим, опять же, на глаз. У нас тут сколько килограммов есть? 4. 4 килограмма у нас здесь, ребят, плюс-минус. Вот. Ну и уже перчим. А отдельно будем лаврушку душистую добавлять, наверное, в пакет, да, Ларис? Да. Ну, не в баночку уже, ребята, уже не баночка, уже пакет. Солим, перчим. Да и все. В принципе, масло растительное не будем добавлять, у нас жирок присутствует. Я думаю, получится вкусно, сочно. А там уже к макарошкам, картошечке или просто на хлебушек, там уже дело пойдет, как говорится. Кто-то возьмет на первый лед, да? На первый лед обязательно, конечно. На пробу. В общем, ребят, опять у нас с Юриной что-то новенькое, будем разбираться. Мы изначально даже, когда взяли первый раз автоклав, вот у нас Fencel Mini, да, мы тоже сначала, да, Ларис, такие, чё, как, банки, стерилизации, там, что, а потом попробовали, и давай, и у нас потом понеслась, мы даже сгущенку делали, ребят, чтобы вы понимали. Короче, делали все. Вот. А это чисто такая интересная движуха. Ну, понятно, что домой вот в пакетах зачем делать. Домой можно в баночках сделать красиво. А это именно для выходов, для походов, для, не знаю, вот куда-нибудь с собой взять в дорогу, неважно. Этот пакетик, он, как и говорю, он как и тарелочка. Просто разогрел его и все. И можно прям с пакетика поесть. Так, ну все. Хороший массаж. Так, перчить не будешь? Я хочу перец так добавить. А так добавить? Ну все, ребят, давайте будем сейчас, как говорится, пробовать. Ребят, ну вот как выглядят пакеты, получается. Пакеты, кстати, тоже есть разные. Вот на данном пакете есть дно, ребята. Видите, можно поставить само горлышко и вот здесь два таких надреза, ну, где мы будем открывать, то бишь вот до вот этого момента мы будем как раз паять. Вот. Есть с дном, есть без дна. Как бы, ну, с дном, видите, более удобно, их можно поставить. А так они будут валяться. Соответственно, цена тоже разная, я так понимаю, правильно? В данный момент эти у нас с дном. Все, готовим пакеты, ребят, 10 штучек. Вот так раскрываем. Ну и уже будем пробовать.
то же самое, ребят, как в банке, только вот сейчас в пакеты. Чуть-чуть лаврушкой. Мы так раскрыли пакеты. Ну вот говорю, вот видите, как удобно. Я тоже сначала думал, как это все будет происходить, но неудобно же, это же надо как-то держать. Оказывается, вот специально для этого все придумано уже. Ну и перчик. Так, я надеюсь, все у нас получится. Я тоже. Кстати, закладка, ребят, здесь тоже не так все просто. Полный пакет, естественно, не заполняется. Пакет на 500 грамм. В идеале, конечно, добавлять не больше половины, то есть 250 грамм. Угу. Сам пакет 500 грамм, но по инструкции как будто бы наполовину надо добавлять. Но мы, думаю, грамм 300 бахнем, да? Да. Потому что ну, без воды, без ничего, чистым мясом, думаю, позволительно. Конечно, да, я думаю, и 250 грамм тушеночки что-то Сделаем слабо. пряник, по 2 штучки положим. По пряному, да? Да, делаем свинину прямо. Угу. Ну, это очень вкусно. Так, ну и вот опять же будем разбираться, как что, какая температура. Сейчас, в общем, поймемся, ребят. Ну все, закладываем. Что, на глаз придется, да, Ларис? Ну, конечно, у нас все на глаз. Что, мы сейчас тут будем взвешивать, что ли, ребят? Ну, я думаю, это не для нас. Мы иногда и инструкции... Желательно вот горлышко не задеваем мясом. А, чтобы это... Вместо пайки. Ну. Чтобы это было Аккуратно. все. Да. Если что, можно салфеткой, да? Да, конечно. Аккуратненько. Ну все, наполняем, ребят, что? Все, дую на глаз. Примерно. Да побольше, мне кажется, нет. Давай взвесим один, посмотрим, Давай. сколько будет. Так, ребят, взвесим. Сейчас мы примерно, чтобы понимать. $310 грамм. 310. Нормал. Примерно вот так. Ну, плюс пакет сам весит 310 грамм, короче. Молодец. Давай. Так, подожди, сейчас обнулить надо. $310. Нормалды. Вас алмазу мне, что ли? Наверное, походу. А еще? $280. О, добавить? Добавить, да? Да. Так, следующий завершен. Ну, в общем, ребят, вот так как-то, знаете. Вот. У нас есть эти весы домашние-то. Мы их не взяли. Мы не взяли, да. Где-то они там у нас валяются. Идем дальше, ребят. Протираю я салфеткой сухой. Края, да? Края. В общем, 320 грамм, ребят, у нас плюс-минус получилось. В общем, вот так решили. Ну, 250, как будто бы, ну, я думаю, нормально. 320, ничего страшного. Все. Теперь будем паять. Здесь режимов 7, мы на самый максимум поставили. Вот, смотрите, как делается. Лариса Давай. прикладывает. Кнопка загорелась, я держу. Кнопка. Все, криво у тебя. Ничего страшного. Главное, что запаялась. Ну да. Один уже попробовали. Проверяем воздух, ребят. Ну, вообще отлично Да. дело. Классно. Так, ну, в принципе. Кому тушеночку отгрюни. Да. Ехаем. Вон тут у Давай, тебя давай. криво, видишь? Опа. Есть контакт. Слушай, мне нравится это занятие. Да? Надо потом на пакетах маркером писать, ребят, тушенка. Вот так вот.
Идет? Так, ребят, поставили уплотнитель. Ну и теперь все. Закладываем пакеты наши. Вот так вот они у нас. 10 штучек. Классно все получилось. Машинка все паяет отлично. Не знаю, можно даже было и поменьше. Не, хороший шов. Воздух нигде не проходит. Вот так плотничком. Угу. Ну вот почему 10, да, наверное, пакетов. Больше и не залезет. Все, заливаем водой, ребят. Заливаем полностью. Воды много надо будет. Воды надо много. Да, ведром надо было, да. Ну, что потом. Ведро надо было принести, залить. Ну. Так, ребят, ну все, поставили мы щуп. Вот он здесь втыкается и упирается. Здесь у нас будет показывать температуру. Сейчас 22,3, это вода у нас. Ну что, включаем, Ларис? Пробуем, что, как у нас будет все это выглядеть. Так. Что, меню? Меню. Нагрев. Сколько? 120. 120 делаем. 120. Меню. Стерилизация. Стерилизация, ну, давай 40 Почему 40? минут. Угу. Меню. Охлаждение 50. 50. Угу. Старт. Да. Ну, 21 градус, как и правильно показывает у нас термометр. Сейчас у нас будет, получается, проходить нагрев. Он сам наберет. Потом у нас будет стерилизация. И потом у нас будет охлаждение. В общем, мы сейчас ничего не делаем. Просто отдыхаем, занимаемся делами, кушаем, пьем чай, кофе. А здесь машина должна сделать все сама. Такие дела. Да, Юлия? Угу. Ну, в принципе, все просто. Потеков пока у нас никаких нету. Все, мы затянули. Здесь вот такие барашки, видите, ребят, более уже удобные. Как-то ну так. Ну, сейчас будем смотреть, взорвемся мы или не взорвемся. Такие дела. Так, ребят, полет нормальный. Зашумел уже 96 градусов. Ну, видите, и, то бишь сигнализирует, что идет нагрев. Мы второй раз старт сначала не нажали, но потом все разобрались. 120 градусов у нас должен быть нагрев. Хочу потом посмотреть, как он перейдет в стерилизацию. Такие дела. Так, друзья, ну что, прошло какое-то время. Нагрев у нас прошел, 120 градусов. Включилась стерилизация. Мы выставили 40 минут. Вот, вышла с температуры на минуты. И вот показывает сейчас минуты. 38 минут осталось, получается, стерилизации. Я так понимаю, пройдет 38 минут и выйдет у нас охлаждение. И будет охлаждаться уже до 50 градусов. Ну, сколько выставили, в общем. Блин, круто. Ничего не надо делать. Все сам работает. Сам все делает. Не надо следить, газ убавлять, что-то еще. Можно заниматься своими делами, в общем. Так, ребят, ну все. Все автоматически, да? Мы прошли полностью стадию. Вот, сейчас 120 градусов, начал охлаждаться. Уже 117. В общем, мы поставили 50.
Ничего не трогаем, он сам потом выключится, просто надо будет выдернуть с розетки. И все, вся любовь. Ждем. Ребята, добрый день. Ну, для вас одно мгновение, а у нас получается другой день. В общем, вчера все техника сделала сама. Ну, мы первый раз смотрели, мало ли что. Нагрев, стабилизация, охлаждение. Дошел до полтинника и все, отключился. В общем, пишет, что все завершено. Выключили с розетки, в общем, не стали, вчера уже было поздно. А вот сегодня, ребят, будем распаковывать. Че, Юрий, думаешь, как? Не знаю, давай посмотрим. Давайте, ребят, посмотрим, очень интересно. Так, ну что, скрываем. У нас, кстати, был потек вот именно с этого места. Здесь надо будет подзатянуть. Ключ был, вот. А так вроде все нормально. Все хорошо. Так. Слушай, смотри, вода как выкипела или что. Погнали. Так, ребят, мы сейчас... Лопнул. Лопнул. Где лопнул? Вон. Ох, нифига себе, по швам разорвало. Ну, вон видно, вода жирная, слышишь? Да он, кстати, был сбоку. Лопнул. Короче, все полопались. Лопнул. Почему? Почему? Может, потому что больше Много? положили. На 50 грамм, но все равно не должно быть так. Лопнул. Лопнул. Да, тут тоже, вон, смотри. Короче, все пакеты полопались. Ладно, короче, давай разбираться. Этот тарелочку, мне кажется, и этот откроем, посмотрим. Скорее всего, то, что много положили. Пакеты могут быть? Они почему-то порвались или По швам. Где пайка была? Ну, не спайка, да, не спорю. Почему? Ну, может, пакеты. Пифтовые? Ну, может, пакеты, да, бракованные. Но, получается, было большое давление, что они надулись. И их разворотило. Может, много времени. Я не знаю. Ну что, первый опыт. Ничего страшного. Первый грин комом. Главное, мы попробовали. Будем пробовать. Мне кажется, что-то надо или уменьшать. Видишь, она же сколько еще остывала, блин, она все готовится, блин.
Будем делать работу над ошибками. Ну да, согласен. Ничего страшного. Ну давай открой, ну что. Ай, Что, не получается? не могу. Жирная. Да. Придется, мне кажется, все вскрывать. Да что тут? Ой. Воды много. Вареное мясо, да? Да. Понятно, что тут все приготовлено. Но факт в том, что, блин, это храниться сейчас не будет. Нет, конечно. Его надо будет сейчас есть. Держите. Чё оно? Ну там все понятно, что все четко. Конечно, уже без соли. Да? Потому что куча вода. Вымыла водой. Ну, короче, я не знаю, ребят, 10 пакетов, но плюс-минус, может, какой-то и живой. Они все вон. Все по швам по центру почему-то. Мне кажется, что много добавили, положили. Или воздух не весь, ну, когда клепали. Не выдавили воздух. Нет? Не знаю. Если б я знал. Ну, Если б значит, я знал. Ну, не зря пишут, что надо наложить столько. я видела, Держали. кладут больше. Ну да, ну держали, может, больше, не знаю, ну, 120 градусов. 40 минут стерилизации. Ладно. Как-то так. Ладно, будем разбираться, как говорится. Все это новое, интересно, ну, не знаю, может, пакеты такие. Так, братцы, ну, в общем, что, все мы сделали правильно. Все у нас четко, все хорошо. Короче, общими тут доводами, короче, мы определили, что это фуфло пакеты, ребят. Да. Сейчас мы вам это Край, покажем. который нормальная пайка. То бишь тут миллиметров 5, ребята, видите, да? Ну, у нас-то тут вообще там сантиметр. А вот именно, Вот тут, смотрите. что по швам, смотрите, ребят, ну здесь вообще Вообще, даже миллиметр. миллиметр нет. Тут вообще он даже не запаян, он уже. Идем дальше. Они все такие вот. Вот, смотри, Тут нормально. Вот тут тоже 5 миллиметров, да? 5 миллиметров с этой стороны. И тут вообще вон тоже. Тут вообще нету Вон до пайки. сюда пайка. Но. Так что наша пайка-то, ребят, все. Вон тут так же. Тут видите, да? Он как-то криво, да, его как будто Да. вырезали, блин. Блин, ребят, ну что, мы первый раз как-то можно это посмотреть сразу, когда они приходят, тебе и отказаться получается. Вот они все у нас, эта партия вся бракована. То бишь те 40 пакетов можно выбрасывать. Почему? Мы можем своей Своей спаять, пайкой. конечно. Точно. Шарит, смотри. Вот, В ребят, ну, следующий раз можем наглядно своей. видно, вот. Ну, просто 2 миллиметра. Миллиметр даже пайки. Ее даже тут нету просто. А здесь вот хорошая пайка. Видно. И то тоже кривая. И вот наша пайка. Естественно, наша пайка вот, ну, нигде не подвела. Блин, обидно. Ну, что поделать. Бывает, банки подводят, крышки подводят. Здесь вот пакеты. Так что, кто занимается, ребят, смотрите внимательнее. Потому что вот видно прям, что пайки... Она, смотри, как-то криво, да? Видишь? Ну, это вообще по петушиному, конечно. Блин, а мы что? Так, как говорится, лохи в этом деле. Ну, ничего. Тушенка. Понятно, ребят. Сейчас что мы будем... Да. В общем, внимание обращайте, кто будет заниматься. А так, сейчас мы что, просто это заморозим, ну, куда-то в дело. Будем замораживать в пакетах, что. Ничего страшного, даже съесть. Конечно, сидится. Все это нормально, ребят. Хочешь? Ласка. Ешь, давай. Не соленая. Вымылась, да? Конечно. Ладно, ребят, на этом заканчиваем ролик. Ну, как-то вот оно так. Ну, что поделать. Первый раз. Сейчас зато у нас сразу большой опыт при приобретении ретор вот этих пакетов. Обращайте внимание, если где-то что-то есть, если есть свой паяльник, лучше пропаять, убрать с этого пакета сантиметр, миллиметров 5 и как бы так. Так у нас все получилось, в принципе. Наша пайка
все выдержало, подвели пакеты. Так что, ну, ничего страшного. Ссылочку, ребята, оставляю в описании. Переходите, смотрите, изучайте. Тема интересная. Тем более вот такого плана автоклавирования. Это кто занимается походами, у кого есть друзья, знакомые, кто ходит в лес. Я думаю, будет приятно брать свою продукцию, не только тушенку, каши, неважно. Ссылочка в описании, есть промокод, ребят, на небольшую скидку. Есть у ребят очень много чего новенького, интересного. Компания Ханки, с ними мы уже года 4. Автоклавы работают, все четко. Все, ребят, давайте, не болеем. Увидимся, всем пока. Да. Да. Всем пока.